сен крым-татарсын, чересыны тапарсын. Мы для них вообще не этнос. Мы такие же, как все. Это очень удобная формулировка. Крымчане. Мы крымчане. То, что мы видели в Крыму после репатриации, нельзя назвать благоприятными условиями для проработки нашей травмы. Мне, простите, наплевать, что думают обо мне. Я хозяйка этой земли. Мы за эти 9 лет очень сильно изменились. Мы в основной своей массе перестали ориентироваться на какие-то авторитеты. Мы стали меняться. Мы ловим сигналы, мы реагируем на вызовы, мы адаптируемся к ситуации. Потому что до сих пор нас никто не слышит и вообще не хотят слушать. Эти ваши слова у меня вызывают почему-то сопротивление. Стерты границы добра и зла. Селям алейкум. Это проект «Меркес», и сегодня мы говорим на тему о крымско-татарских смыслах. Крымско-татарское возвращение, если его осмысливать и упаковывать, можно уместить в несколько тезисов или характеристик, которые характеризуют и нас, и время. И эти лозунги начинались с такого известного всем нам лозунга «Родина или смерть». Это период возвращения, 90-е годы. Дальше эти смыслы сменились, условно мы их назовем смыслами АТР Вахтлера. Да. После 2014 года картина мира снова поменялась, и у нас возникли такие смыслы, как «Хрымда Яша» и «Дёрт безны Хуртараджах». Сегодняшний же день, середина 2022 года, ознаменовалась новым мемом, новым смыслом «Сен крым-татарсын, чересыны тапарсын». Лилия Ханум, сегодня мы говорим с вами и с Эльмирой Ханум, которая с нами виртуально, но она здесь. У меня будет такой вопрос к вам обеим. Насколько мы изменились вот за это время, за время, которое изменило и нас, и Крым в том числе? Что для нас важно теперь, и одинаковы ли мы вот в своих представлениях о себе и о времени вчерашних, настоящих и будущих? Я бы с позавчерашних начала. Еще дальше. Потому что тогда была такая монолитность, и у нас был один-единственный, у позавчерашних, был один-единственный нарратив: вернуться домой, встать на ноги, дать возможность достойно жить детям в нами отстроенном новом доме на родине. Потом вчерашний уже возьмем день, более отдаленный и более приближенный, мы стали меняться, расслаиваться. Для кого-то была важна политическая борьба за права народа. Кто-то взялся, и нарратив для него первоочередной был — это возрождение языка и культуры, хотя это все вместе. Третьи думали о личном благополучии, и, по сути дела, это все происходило нормально. Но вот те дети, для которых мы строили дом, подросли, и у них появились новые потребности и новые возможности. В первую очередь. Они были более открыты миру. На них не лежал вот этим неподъемным грузом, долг. Именно долг. Я не боюсь этого слова, в хорошем смысле слова. Долг вернуться домой. Они уже дома. Поэтому возможности у них было шире, и понятно, что мы стали меняться еще больше. К сожалению, потом наступило время, когда мы, забыв про все устремления, стали думать только о выживании. И даже не физическом, и скорее не физическом, а в этническом смысле слова выживании. Сегодняшнее тревожное время опять нас делает, наверное, монолитными, потому что все испытывают тревогу. И если более молодое поколение, более оптимистичное поколение, которое не связано корнями, не обзавелись еще, допустим, какими-то большими семьями, они хотят уехать для того, чтобы покинуть территорию будущего конфликта, и они как раз и несут с собой вот этот нарратив, представляя хорошо, что там, куда они уедут, им не будет легко, 100% не будет легко, они несут с собой этот нарратив «Сен крым-татарсын, чересыны тапарсын». Но вот если говорить о зрелом поколении, и вот тут опять расслоение, очень серьезное. Нам не просто больно, что уезжают наши дети. Мы теперь думаем о будущем, но
в такой фразе, как «сон хайролсун». И вот на это «сону», на будущее, ответ очень сложный и очень простой. Сложный, потому что мы не знаем, что нас ждет. Мы не знаем, какие будут вызовы и как на них отвечать. А простой, потому что мы знаем точно, что мы останемся в Крыму и никуда отсюда не уедем, что бы ни случилось. Вот так, наверное, мы менялись. Передам слово Эльмире Ханум, и хотелось бы услышать ее версию вот тех изменений, которые произошли с нами вчера, сегодня, завтра. Я считаю, что мы очень изменились. Особенно изменился наш уровень жизни и образ жизни. Мы окрепли экономически, встали на ноги. Это в первую очередь бросается в глаза, когда мы смотрим на себя сегодняшних и тех, кто приехал в Крым в начале 90-х годов. Второй момент, который бросается в глаза, это отношения между родственниками. Этот вопрос обсуждается и довольно эмоционально переживается многими крымскими татарами. В частности, часто говорится о том, что мы стали более индивидуалистичными, менее коллективистскими, что мы замыкаемся на уровне своих семей, и при этом наши родственные связи слабеют. Скорее всего, это следствие того, что мы стали жить лучше, а значит, для выживания мы уже не так нуждаемся в наших родных, как прежде. Также, наверное, это все-таки влияние глобальной культуры, которая, помимо всего прочего, пропагандирует еще и ценности индивидуализма. Еще один момент изменений, который необходимо отметить, это изменения, которые связаны с культурой и профессиональным развитием. Я считаю, что за годы жизни в Крыму мы сделали довольно большой прорыв и можем похвастаться заметными достижениями в самых разных сферах. Например, бизнес, наука, культура, просвещение. Везде мы видим крымско-татарские имена. Некоторые из этих имен известны даже за пределами крымско-татарского сообщества. То есть мы в значительной степени смогли наполнить публичное пространство Крыма собой и своими символами, хотя, конечно, еще не в достаточной степени. В целом за последние 30 лет мы постоянно менялись и продолжаем меняться в соответствии с тем, что происходит вокруг нас. Мы ловим сигналы, мы реагируем на вызовы, мы адаптируемся к ситуации. Насколько мы едины в наших представлениях о прошлом, настоящем и будущем, это очень интересный, хороший вопрос. Я бы сказала, что мы довольно едины в наших нарративах о прошлом. Мы четко выделяем события прошлого, которые стали поворотными в нашей коллективной судьбе, и, в принципе, даем им более-менее однозначные и одинаковые оценки. Но вот этого нельзя сказать относительно нашего восприятия настоящего. Наше настоящее, вот то, которое наступило после 2014 года, нас развело по разные стороны. И почему так получилось? В силу разных факторов, объективных и субъективных. Я думаю, что мы еще много будем потом говорить об этом периоде и пытаться разобраться, что же двигало людьми, где это были амбиции, где была боязнь потерять достигнутое ранее, где какое-то искреннее желание выжить и развиваться, а где банальная глупость, незнание истории, неумение думать. В любом случае, у нас сейчас довольно разные представления и оценки о нашем настоящем, которые мы в том числе переносим и на наши представления о будущем. При этом я бы сказала, что у нас нет четких визий будущего, то есть ни у кого из нас. И это понятно, потому что ситуация вокруг нас слишком неопределенная и слишком динамичная. Безусловно, у многих есть определенные образы желаемого будущего, но они, на мой взгляд, еще не отрефлексированы и не представлены в виде какой-то определенной дорожной карты. Да, мне кажется, вот эта метафора, которая появилась в сегодняшнем нашем дне, «Сен крым-татарсын интересно топарсын», я хочу все-таки обозначить автора этой метафоры, это Севиль Кенже. В одном из своих рассказов эта фраза финализирует этот рассказ, и мне кажется, это очень интересная и важная характеристика крымских татар на сегодняшний день. В нем есть действие, и мне это нравится. Так вот, говоря о характеристиках, я бы вспомнила такую интересную, скажем так, ее формулировку, которую мы нащупали вот за последние несколько лет, и ее обозначили как крымско-татарскость. Лиль Ханум, что бы вы вложили и что вы видите в этой крымско-татарскости? Каково ее содержание? Очевидный ответ. Любовь к своему народу, любовь к своей земле, желание жить на этой своей земле.
Вообще, кстати, у всех маркеры крымско-татарскости, они разные. Кому-то достаточно, не знаю, повесить флажок в машину или поставить его где-то в красивом месте, крымско-татарский флажок в каком-то месте в доме. Этого достаточно. Другие ставят на первый план сохранение языка и очень болезненно реагируют на такой флажок у человека, у которого не знает крымско-татарского языка. Но стремление жить здесь, любить свой народ, любить свои традиции, сохранить эти традиции, оно, в общем, в нашем генокоде, и это нас всех объединяет. Вот для меня лично крымско-татарскость, придумали же вы термин, который язык можно сломать, это вот неразделимая связь со своим народом и со своей землей. У этой связи много-много-много ниточек, которые нас объединяют. Еще я думаю, что крымско-татарскость – это такое крымско-татарское мировоззрение. А что в содержании этого мировоззрения? Мы как-то вот все время абстрактно об этом Я думаю, говорим. что составляющая этого мировоззрения такова. Благодаря историческим коллизиям крымские татары выработали в себе, как в этносе, какое-то беспримерное терпение ради сохранения народа. И это не просто терпение, это такое горделивое терпение. Мы все выдержим, мы перетерпим. Без чарет парах. Вот этот термин, правда, он называл это горделивым смирением, придумал историк Васгрин. Он мне понравился еще в начале 90-х годов. Вот это терпение, ну не зря, да, у нас самая любимая пословица. Сабр. Да, сабр. Поэтому, наверное, это часть нашего отношения к миру, как правило, враждебно относящемуся к нам. Терпеливость или терпение, да, вот это вот наше сабр. Мне кажется, что в нем очень много объектности, да, говоря вот моим политологическим языком. Мне кажется, что в нем очень мало какого-то вот движения вперед, какого-то прогресса. Насколько вот я в своих этих ощущениях объективно, скажем так, да, близка к реальности, вот на ваш взгляд? Наше терпение далеко не безгранично. Говоря о нашем горделивом терпении, я имела в виду терпеть ради сохранения народа, ради сохранения своей мечты, ради сохранения будущего для своих детей. Но если этому будущему для наших детей будет грозить какая-то реальная опасность, это терпение очень быстро приобретет какие-то другие формы. Но на протяжении далекого и недалекого исторического процесса терпение нас спасало. Терпение помножено, тысячекратно помножено на национальную гордость. Я переключусь на Эльмиру Ханум и хочу задать ей вопрос о автостереотипах. Появление новых характеристик автостереотипов. О чем говорит, о каких процессах в крымско-татарской среде говорит это явление? Появление новых характеристик и автостереотипов говорит о том, что мы, как народ, чутко улавливаем изменения, которые происходят вокруг нас, и подстраиваемся под них. То есть каждый этап жизни характеризуется определенными вызовами, с которыми мы сталкиваемся, значит, и необходимостью на них отвечать. И каждый вызов, он требует специфических навыков и умений, которые адекватны этой конкретной ситуации. Поэтому в каждой ситуации, через которую мы проходили и проходим, мы делаем акцент или актуализируем те характеристики, которые наиболее востребованы здесь и сейчас. А в ходе нашего исследования ценности крымских татар, которое мы провели пару лет назад, мы выявили ряд автостереотипов, таких устойчивых представлений о себе. Все они в основном были позитивны, это нормально, это хорошо, и они отражают те качества, которые были необходимы крымским татарам в конкретные периоды их жизни, а также отличали их от остального населения Крыма. К примеру, довольно часто наши респонденты говорили о том, что крымские татары трудолюбивы. И это понятно, потому что необходимо было выживать экономически и в местах ссылки, и после репатриации. Точно так же часто упоминалось о том, что крымские татары толерантны.
этого можно найти объяснение, потому что иначе как выжить крымским татарам в обществе, в котором они уже давно этническое и религиозное меньшинство? Когда участники нашего исследования заговорили о крымско-татарскости как важнейшей характеристике нашего народа, они этим самым актуализировали вот эту необходимость сохранения нашей этнической идентичности, всего того, что составляет основы этой крымско-татарскости. Это язык, это религия, это традиции, это образ жизни, это образы себя и образы мира. И это было актуализировано в ситуации пост-14 Крыма, когда у людей появилась вот эта самая остро ощущаемая угроза всему этому в новых политических условиях. И крымские татары тогда почувствовали, что их главной задачей в этот конкретный момент, в этой конкретной ситуации сохраниться как народ. Отсюда и появились такие лозунги, как «Крымда Яша», «Дёртбазны Куртураджак» и другие. Февраль этого года он принес новые вызовы. И крымские татары снова стали напоминать себе и друг другу о том, что у нас бывали ситуации похуже. И поэтому и из этой ситуации можно и нужно найти выход. И вот появился такой образ все преодолевающего крымского татарина, который закален достаточно предыдущими испытаниями. Сагу Нусульмир Ханум, есть еще один момент, который мне интересен, и мне кажется, он очень характеризует новое наше время, которое мы сегодня переживаем. Хвала Всевышнему, у нас появились свои психологи, то самое новое поколение, о котором вы говорите, и хвала Всевышнему, они с нами вместе, я имею в виду в данном случае с политологами, рефлексируют на разные темы. Рефлексирует, да. Так вот, один из наших психологов, Мавиле Халил, она обозначила в своем анализе крымских татар два момента. Один из них она высказала у нас в проекте «Меркес», когда была одной из наших гостей. И она сказала, что в нас есть ген борьбы, и поэтому мы постоянно ищем поле боя. Да. Мы с вами обсудим, что она имела в виду. А вот второй тезис, который был ею высказан, она написала об этом в одном из своих публичных текстов, что мы колонизированный народ, которому долгое время говорили, что вас нет. Вот оба состояния, о которых она говорила, это состояние травмы. Очевидно, что вот эти состояния, они не могут пройти для нас бесследно. В этой связи, Лиль Ханум, вопрос такой. Мы уже ушли от необходимости кому-то что-то доказывать? Или мы еще далеки от выздоровления? Ну, я бы сначала поспорила с Мавиле. Ген борьбы у нас, конечно, есть и, наверное, есть. Но не потому, что мы сами ищем поле боя, а потому что поле боя постоянно находит нас. И на этом поле, да, мы постоянно доказываем. Прежде всего, самим себе. Почему самим себе? Потому что до сих пор нас никто не слышит и вообще не хотят слушать. Вот мы и доказываем самим себе. Для чего, казалось бы, даже вот хватит рефлексировать. Наверное, для того, чтобы найти какой-то позитивный опыт. Наверное, для того, чтобы вот этим доказыванием, повторением, да, одних и тех же каких-то нарративов хотим научить молодежь опытом прежних поколений. Наверное, просто для поддержания национальной гордости. Ну, тут если использовать термин «рефлексировать», может быть, кто-то даже назовет это вот таким общенациональным рефлексированием, мол, хватит уже доказывать, плюньте, разотрите, идите вперед. Но вот поле боя, к сожалению, не открывает пути никакие. На поле боя мы сначала приобретаем, а потом залечиваем эти раны. А время между этими полями боя настолько короткое, что мы реабилитироваться просто не успеваем. Да, мы доказываем. Вы знаете, есть такая пословица, или поговорка, не знаю, как это называется, что 100 раз человеку скажи «свинья», он захрюкает. А мы не хрюкаем. Мы каждые 100 раз доказываем, что мы люди, что мы крымские татары. И вот это доказательство – это не шаг назад, это вот это доказывание, вернее, не доказательство. От него не надо излечиваться.
это вообще-то лечение. Для того, чтобы мы перестали доказывать что-то самим себе и окружающему миру, наверное, нужна такая общая атмосфера, и в этой атмосфере этого просто не надо делать. И так все понятно, все очевидно. Но для крымских татар, которые уже более 30 лет назад вернулись из ссылки, до сих пор по отношению к крымским татарам не все понятно и не все очевидно. Противно доказывать иногда. Говорить одно и то же, повторять одни и то же. Я не знаю, мы уже сколько там, мы уже 80 лет говорим, нет, мы не предатели, у нас там было столько-то героев Советского Союза и так далее. Наверное, надоело, но мы, скорее всего, уговариваем даже самих себя. Мы как-то зациклились в какой-то момент на этом, и, наверное, прежде всего, чтобы сохранить в себе вот эту гордость национальную. Тут на эту тему я вообще много могу говорить. Давайте, потому я что очень это, много да, могу на эту тему говорить, но с другой стороны, вы понимаете, что я помню, во время АТР была программа «Гравитация», и один там из высокопоставленных чиновников буквально со слезами на глазах сказал такую фразу: «Ну вот же вышел указ президента, посмотрите, он наконец реабилитировал крымских татар. В этом указе написано, что крымские татары не предатели. Это же такая радость!» Я просто расхохоталась тогда. «Ну радуйтесь», я сказала ему, раз это вам принесло такую радость. Мы и так знали, что мы не предатели. Вот в таком обществе мы живем. Может быть, не обращать внимания на это общество? Так не бывает. Да? Мы живем в социуме. Хотим мы или не хотим, мы не можем окружить себя кучей баррикад, вырыть окопы и бросать на ту сторону камни и зажигалки. Мы живем в этом обществе. У кого-то есть такая профессия даже, как доказывать, да? У которого есть терпение, как доказывать что-то этому обществу. Но пока наши раны не излечатся, мы будем продолжать это делать. Подобным доказыванием, подобным постоянным апелляциям к некому историческому объективному знанию, да, назовем это так, мы ведь не залечим эти раны. Ведь раны исторической памяти, они не лечатся возвращением к этим событиям, к этим историческим каким-то периодам. Они залечиваются изменениями, они залечиваются реформированием. Сейчас мы говорим о самих себе. Угу. Чтобы мы не реформировали крымско-татарское общество, мы не можем запереть крымско-татарское общество в одно какое-то замкнутое пространство и начать там сами по себе реформироваться. Поэтому мы живем в социуме, которым наше реформирование, мягко говоря, до фонаря. Мы для них вообще не этнос. Мы такие же, как все. Это очень удобная формулировка. Крымчане. Мы крымчане. Мы такие же, как все. И когда мы говорим, что мы коренной народ, что мы нуждаемся в поддержке, мы нуждаемся в этом, в том, в третьем, в десятом, на самом деле все эти нужды возвращаются же к нам, и мы все это делаем своими руками. Поэтому мы сами, к сожалению, не являемся двигателями исторического процесса. Вот та история, которая нанесла нам очень много ран, она, к сожалению, привела нас к такому состоянию. Я не знаю, видимо, это без обид, видимо, это поколенческая разница. Вот эти ваши слова у меня вызывают почему-то сопротивление. И это прекрасно. Да, я не готова смириться с некой такой объектностью, да, то есть мне, простите, наплевать, что думают обо мне. Мне наплевать, простите, что кто-то ограничил свое представление о прошлом, о настоящем некими стереотипами. Да? То есть это не про меня. И живите в этом Может быть, своем... мы не будем говорить о них, Ленор. Но на самом деле я с тобой абсолютно согласна. Мне тоже, мне, конкретной личности, мне совершенно наплевать, что кто обо мне думает. Я хозяйка этой земли. И думайте обо мне вообще что угодно.
Я говорю о той атмосфере, которая происходит внутри нас. Почему мы это делаем? Почему мы доказываем? Почему мы не устаем от этих доказательств? Почему мы этих героев всегда выставляем? От нас ждут вот этого хрюканья, а мы не хрюкаем. Наверное, я думаю, не примеряя это к себе, наверное, я думаю, именно потому, чтобы сохранить опыт, передать этот опыт выживания молодым, чтобы их научить, этих молодых, на опыте мужества, да, прошлых поколений. Наверное, для того, чтобы сохранить в себе. Кому-то это важно, что вот у нас есть герои Советского Союза, поэтому это питает мою национальную гордость. Мне тоже наплевать, абсолютно наплевать. Но есть целое поколение людей, юность которых, в общем, и весь вот этот воспитательный, да, процесс прошел еще при Советском Союзе на каких-то определенных, да, таких колышках, вот за которые должны были мы цеплять сознание. Вот патриотизм, там, и лучше всех, там, гнилой Запад, там много-много-много всяких колышек. И люди, воспитанные и подвешенные на эти колышки, они продолжают еще мыслить вот теми категориями. И поэтому они продолжают в своих доказательных спорах использовать те нарративы, которые использовались тогда. Я не знаю, как менять эту ситуацию. Просто не знаю. Нужна какая-то другая среда. Чтобы эта рана, они же не от того, что они просто демагоги и софисты. Потому что рана болит. И то, что нас никто не слышит и не хочет слышать, она не зарастает, она продолжает болеть. И пока эти раны мы без какого-то очередного поля боя не вылечим, и не какой-то временной отрезок, чтобы еще это общество должно реабилитироваться, то мы будем продолжать ходить с этим геном борьбы. Знаете, я была в конце 90-х годов в Эстонии. У нас тогда еще мобильных телефонов не было, помню, у всех. А в Эстонии уже все было. И была встреча с делегатами, депутатами местного парламента. У них там парламент был человек 20 всего совсем. Меня это поразило, что все-таки страна, а их-то... И тогда они сказали такую замечательную вещь, о которой я до сих пор думаю и примеряю на себя. Да? Они говорили, что когда они обрели независимость, то перед ними очень ярко и ясно встал такой императив, что надо что-то делать с общественным сознанием. Что мы так увлеклись посыпанием вообще солью ран прошлого, что народ в результате приобрел такое общенациональное негативное мышление. Вспоминают о том, как они пострадали от Германии, потом от Советского Союза, сколько было выслано, сколько депортировано, сколько было расстреляно. И они посчитали, наверное, там собрались какие-то умные люди, социопсихологи, они посчитали, что надо менять что-то. Надо менять и переводить людей на более позитивные какие-то вещи, чтобы они не заглядывали в день вчерашний, а жили сегодняшним днем и смотрели в будущее. А разницу чувствуете, да? Там целая страна, власть которой задумалась о том, что нужно менять социомышление для того, чтобы двигаться вперед. Разве это можно примерить к нам? Мы небольшой социум, живущий в достаточно враждебном окружении. Враждебном не с точки зрения там, физического воздействия, а во враждебном, не понимающем, не слушающем и не желающем нас слушать. Сами по себе мы из этого круга негативной памяти не выберемся. Нужна благоприятная среда для того, чтобы мы начинали забывать и залечивать эти травмы, которые нанесла история. А вот вопрос про историческую память и как залечиваются исторические травмы я все-таки адресую Эльмире Ханум, потому что я знаю точно, что она занимается этим профессионально, поэтому, Эльмира Ханум, вам карты в руки, что делать с нашей исторической памятью, которая, по сути дела, одна сплошная открытая рана, и как лечатся исторические травмы, каким будет наш протокол лечения? Историческая травма, а в нашем случае это коллективная травма депортации, она никогда не проходит быстро и бесследно. Исследователи говорят, что она может оставаться
в жизни сообщества там, на протяжении 100 лет, то есть на протяжении жизни примерно 4 поколений. То, что мы видели в Крыму после репатриации, нельзя назвать благоприятными условиями для проработки нашей травмы. Да, на официальном уровне государство говорило о том, что депортация преступна, проводило и организовывало разные мемориальные мероприятий. Но параллельно в окружающем нас социуме мы видели различные дискурсы, различные действия, которые оправдывали депортацию. Также мы видели призывы к нам забыть депортацию, оставить ее в прошлом и двигаться вперед. Нам приходилось оправдываться, что-то доказывать, в чем-то убеждать. Все это, конечно же, не способствовало преодолению травмы. Поэтому неудивительно, что травма депортации все еще с нами и влияет на наше восприятие себя, а также событий вокруг. Как исследователь я могу отметить такое двоякое влияние политики памяти депортации на нас, на крымских татар. С одной стороны, память о депортации является очень важным фактором нашей этнической идентичности. Она создает такой своеобразный водораздел между крымскими татарами и остальным населением Крыма. Это такая естественная граница. Ты либо жертва депортации, неважно в каком поколении, либо нет. Изменить это ты не можешь. А вычеркнуть из истории и забыть тоже. То есть память о депортации – это такой объективный границы-разделяющий фактор, который очень сильно помогал нам сохранять нашу этническую идентичность и этнически мобилизовываться на различные мероприятия, там, начиная с начала 90-х годов. И мы видим, как этот фактор эффективно проявляет себя и в пост-14 Крыму, в нынешних условиях. С другой стороны, и здесь я стараюсь подбирать правильные слова, потому что понимаю, насколько эта тема чувствительна для очень многих. Травма депортации – это фактор, который замедляет наше движение вперед. То есть то, что мы не смогли, вернее, нам не позволили правильно поработать с нашей травмой после возвращения в Крым, привело к тому, что мы все время озираемся назад. Мы не можем перевернуть страницу. Память о депортации как будто все время тянет нас в прошлое, заставляет все время переживать вот те трагические события и ощущать себя народом жертвой. Это, в свою очередь, сказывается на нашей субъектности, на нашей способности проявлять инициативу и брать на себя ответственность за наше будущее. При этом я знаю, что при правильной организации политики памяти депортации мы можем изменить наше отношение к ней и устранить те деструктивные проявления этой травмы. Моя убежденность, она основана не просто на моей вере и на моем желании этого, а на существующих успешных примерах народов, которые уже через это проходили. Эти примеры разные, они из разных исторических и культурных контекстов, но что их всех объединяет, так это то, что должны существовать продуманные и такие слаженные коллективные усилия государства и гражданского общества. Одним из способов вообще пережить какие-то трагедии, одним из способов пережить какую-то тревожность, по крайней мере, есть такая методика – это поменять отношение к происходящему. У окружающих нас обществ есть опыт переживания этих тревожных и травматических ситуаций с помощью юмора. Мы вот точно являемся свидетелями того, как это позитивно влияет, как это позитивно работает в этих обществах. Лильханум, почему вот юмор не стал нашим спасительным кругом, почему мы боремся, но не смеемся над тем, с чем боремся? Ну, во-первых, мы смеемся. И смеемся прежде всего над самими собой, что говорит вообще о моральном здоровье нации. Ну, смеемся прежде всего над тем, что вызывает смех внутри нашего общества. Ну, вот, например, там, увлечение показушными свадьбами или там, нежелание чье-то нежелание изучать родной язык. Это все вызывает. Ну, то есть мы пытаемся над этим смеяться. Будем говорить так, пытаемся. Ну, но иногда, вы знаете, если вот мы конкретизировали, почему мы не смеемся над тем, с чем боремся, но не до смеха бывает иногда. Вот как, например, с помощью юмора нам сохранить Бахчисарайский дворец от этой варварской так называемой реставрации? Или как мы, не знаю, с помощью смеха
разрушить вот эту коррупционную систему, благодаря которой сейчас ведется строительство, наверное, уже даже закончилось строительство на территории бывшего дворца Калгы Султана. Кроме того, для вот эффективного юмора нужна площадка. То есть, чтобы с этой площадки предмет осмеивания могут увидеть, что над тобой смеются. У нас нет таких площадок. Да ни у кого в Крыму нет таких площадок. Возьмем крымское телевидение. Ну, самая популярная общественная площадка. Если там говорят о чиновниках или с чиновниками, то это такой себе вот вернисаж, такая картина, вернее, выставка, где в каждом рисунке солнце. Поэтому, наверное, все-таки надо смеяться, даже сквозь слезы. Я уверена, что надо. Единственное, что, знаете, в нашем юморе, мы с вами до эфира говорили про телеграм-каналы и популярность некоторых из них. Есть у нас один телеграм-канал, называется «Хияр Туршусы». Да, и его автор такой есть Янтых Эфенди, анонимное абсолютно лицо, никто не знает. Но канал кто. не гастрономический, нет? Нет, абсолютно нет. Это такая вот... кухня у крымских татар – это большая история нашего пространства социального, скажем так, да. Поэтому Янтых Эфенди, это тоже вот часть нашей какой-то вот начинающейся культуры смеха, да, или юмора над самими собой, над теми процессами, которыми у нас происходят. Но особенность, я уже как политолог на это смотрю и пытаюсь анализировать эти современные процессы, особенность заключается в том, что у нас юмор анонимен. Нет площадки? Нет, я даже не про то, а про то, насколько... Есть ли место пониманию этому юмору? Да? То есть пошутить над какой-то актуальной политической ситуацией внутренней, да? Пошутить над публичными лицами у нас решается не каждый. Почему? Потому что, может прилететь. Может прилететь и будет обидно и больно. Вот, поэтому, мне кажется, у нас этот юмор, он как-то вот остается без лица, скажем так, да. И мне кажется, это тоже одна из характеристик нашего сегодняшнего вот состояния. Вообще одна из характеристик нашего общества – это абсолютное невосприятие любой критики. Да. В том числе и профессиональной, хотя у нас ее, как оказалось, нет. И да, наверное, еще и... во-первых, все-таки я настаиваю, что нет площадки. Площадка дает популярность, да? Когда аноним понимает, что многие смеются над его юмором, то он перестает бояться, что сейчас кто-то его осудит. Нет площадки. Во-вторых, это вот эта привычка, боязнь, что на тебя нападут, все со всех сторон заклюют. К критике у нас относятся очень плохо. Всю критика у нас называется одним неприходящим в веках термином – ощек. Ну ладно, отношения между людьми. Мы как-нибудь договоримся, разберемся, поругаемся, потом за чашечкой кофе помиримся. У нас нет литературной критики, у нас нет музыкальной критики, у нас нет искусствоведческой критики, как института нет. Нет, критиков у нас достаточно. Как правило, тот, кто критикует музыкантов, сам даже нотного ряда не знает. А вот профессиональной критики у нас нет. И тут я, наверное, должна еще подумать, почему. Хотите, я отвечу на этот вопрос? Хочу. Мне кажется, потому что у нас нет института экспертности. То есть это про профессионалов, которые делают в той или иной сфере свое дело, и их объективность и, скажем так, арбитражность, она не поддается сомнению. То есть когда у нас человек высказывает то или иное мнение, анализируя ситуацию, либо работу, либо еще что-то, то его вынуждают занять позицию. Вот это вот наша травмированность, она всегда заставляет нас занимать позицию. И мне кажется, вот в этом и есть проблема. Проблема, почему у нас нет юмора, вот такого вот яркого, актуального, на злободневные темы, да на все темы, во всех сферах. Проблема того, что у нас нет экспертов, которые
нет, у нас есть люди, у нас есть профессионалы, которые хороши каждый в своей сфере, но у нас нет вот этой когорты, могучей кучки, да, которая могла бы оценивать эти процессы. То есть их неприкасаемость, да, профессиональная неприкасаемость, она не имплементирована в наше вот большое крымско-татарское сознание. Мне кажется, в этом проблема. Нет? В том числе и поэтому, конечно, что нет экспертности, но нет экспертности, потому что нет институтов для этой экспертности. Сколько вы можете перечислить, я не знаю, известных искусствоведов, которые для себя выбрали, боясь, вот, что им нанесут рану, они выбрали для себя такой безобидный кусочек, да? Они анализируют творчество уже ушедших художников, допустим, не притрагиваясь к ныне живущим. И я не знаю, возможно, эта профессия просто не популярна среди крымских татар, потому что есть специальные факультеты, да, искусствоведения того же, где выращиваются такие эксперты. Вам легче, как социологу, потому что, по крайней мере, 3 эксперта-социолога у нас уже есть. Политолога. Все-таки занимающихся социологией. В том числе. А если говорить об искусстве, как о музыке, о живописи и так далее, о скульптуре, таких профессиональных критиков нет. Просто нет. Поэтому критики есть, но они анонимны. Возвращаясь к вопросу о юморе, я хочу задать почти такой же вопрос к Эльмире Ханум. Что в коллективном поведении должно поменяться, чтобы мы смогли быть над ситуацией, а не в этой ситуации? В конце концов, в нашем фольклоре есть очень хорошая песня, называется она «Осман Паша», и звучит она, одна из строк звучит как «Осман Паша Байердан куле-куле бахаюр». Что в коллективном поведении должно поменяться? Многое. Частично я об этом уже сказала, что нам нужно поработать, например, со своим прошлым, научиться извлекать из него уроки для того, чтобы, опираясь на них, двигаться вперед. Необходимо научиться брать ответственность за свою судьбу, не искать постоянно виновных, тех, по чьей вине у нас всегда что-то не получается, а уметь признавать свои ошибки, свои просчеты, свои недоработки. Одновременно нужно четко понимать, когда, при каких обстоятельствах у нас получалось достигать определенных результатов, то есть что обеспечивало наш успех. То есть я призываю к тому, что мы провели, наконец, эту самокритику и самоанализ, опираясь на который мы смогли бы, наконец-то, сделать правильные выводы и вырваться из замкнутого круга, по которому мы так долго ходим. Что еще хорошо было бы поменять в нашем коллективном поведении, так это, наверное, наше стремление всех унифицировать и заставить ходить строем. С этим же связана наша народная забава по поиску предателей и отщепенцев. Я думаю, нам пора уже понять, что мы все разные в плане образования, в плане опыта, потому можем иметь разные мировосприятия, и это нормально. Можно договориться по поводу основополагающих моментов, связанных с нашим прошлым, настоящим и будущим. То есть можем очертить определенные контуры, красные линии, если хотите, в пределах которых допустимо разнообразие мнения. То есть это только нас усилит и обогатит. Я предполагаю, что именно тут, именно в этой сфере у нас могут возникнуть очень многие проблемы потом. Потому что не все, наверное, до конца понимают, что мы за эти 9 лет очень сильно изменились. Мы в основной своей массе перестали ориентироваться на какие-то авторитеты, политические или духовные. Эти авторитеты либо оказались далеко, либо не оправдали наших надежд. И поэтому мы, в принципе, научились самостоятельно принимать решения, исходя из наших представлений о важном, о необходимом, выгодном. И это очень большая перемена, которая с нами случилась за эти годы. И, честно говоря, я не думаю, что мы сможем уже вернуться к ситуации до 2014 года в этом вопросе. Эльмира Ханум сейчас сказала очень важную вещь, мне кажется. Она сказала о том, что мы все разные.
Мы все разные, и попытка нас унифицировать, она приводит не к тем результатам, к которым хотелось бы прийти, да, не приводит точно к развитию. Я абсолютно уверена, изменить нас могут только смена поколений, когда будущие будут отличаться от предыдущих. Ильханум, я уже наблюдаю эти признаки смены поколений и в лицах, и в смыслах, и в инструментах в том числе. К вам у меня будет вопрос, который будет основан на вашем опыте 97-го года. Да. На журналистской осведомленности и беспрерывном присутствии в этом всем крымско-татарском контексте мы можем реформироваться, мы можем меняться. Если говорить о моем опыте 97-го года, то сразу после приобретенного опыта у меня было абсолютно твердое убеждение, что наше общество не хочет меняться и напрочь выбрасывает из своей среды тех, кто готов и требует перемен. Потом я поняла, что я далеко не права. Начали происходить какие-то тенденции, я стала наблюдать за процессами и замечать, что все-таки происходят какие-то подвижки, если еще не сдвиги, то, по крайней мере, подвижки в общественном сознании. Ну и последний Курултай до 2014 года, он как раз показал вот это стремление к обновлению. Что из этого получилось, не будем говорить, но стремление было явное, четкое, и стремление уже звучало не от какого-то поколения одного, а от всего общества. Что необходимость обновления. Конечно, нужно меняться, и, конечно, нужно реформироваться, и это правильно, когда будущее поколение чем-то отличается по сравнению с предыдущим поколением. Иначе вообще прогресса в человечестве не было, если бы не менялись какие-то поколенческие императивы. Они обязательно должны меняться. Вы сказали, вот уже в течение этой программы, я говорю меняться, и сразу себе представила, как мы сейчас меняемся. Да? Вы только говорили, что не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. По другому поводу, но я почему-то сейчас вспомнила об этом. Вот есть такие обстоятельства, которых, если принять, то может произойти просто банальное расчеловечение, такой невозвратный кризис морали. Вот время, в которое мы сейчас живем, обстоятельства таковы, что не хочется меняться. Перепрыгнуть через них невозможно, а подстроиться, изменить отношение к этим обстоятельствам тоже невозможно. Это время, в котором человеческие жертвы становятся статистикой, когда агрессия берет верх над милосердием, когда, на мой взгляд, это мой совершенно субъективный взгляд, вообще стерты границы добра и зла. И вот в такое время реформироваться, если не невозможно, то очень трудно. Мне кажется, что в такое время как раз остаться самим собой. Остаться при своих вчерашних, при другом времени наивных, но сегодня очень необходимых и нужных моральных императивах. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Вот сейчас, может быть, время сесть на этот камушек, окружить себя стеной своей собственной морали, своего собственного взгляда на жизнь и не бежать за временем вслед. Наверное, не бежать вслед за моралью этого времени. Я все-таки задам этот вопрос, хотя вот когда вы отвечали, мне показалось, что он будет неуместен. Оценивая вот это то самое поколение, готово ли это поколение меняться? Я почему об этом говорю? Иногда нас, молодых, и не очень обвиняют в инфантильности. Что мы безответственны, что мы не можем что-то на себя брать, какую-то ответственность и так далее. И поэтому вот нас где-то надо опекать и оберегать. На ваш взгляд? Да, они революционеры даже в этой своей безответственности. Старшее поколение настолько ответственное, настолько обремененное всевозможным «надо», «я должен», «это необходимо для семьи, для народа», что даже в их безответственности я чувствую вот такую струю свежего воздуха. Молодые должны быть безответственными.
Они должны бежать, куда их поманит ветер. Они должны биться лбом о стены. Они должны получать эти шишки для того, чтобы потом научиться через эту стену перепрыгнуть. Нет, они не инфантильные. Наше молодое поколение не инфантильное. Это общая проблема для всего молодого поколения. И в том, что они не листают альбомы с бабушками и с дедушками, не смотрят фильмы, не читают истории про депортацию, не обливаются горячими слезами. Не надо их за это ругать, они совсем другие. Мы их воспитали другими. Мы хотели, чтобы они жили достойно и были счастливыми, и не были бы обременены нашими старыми ранами. Не надо свои шрамы переносить на них. Пусть они бегают, где хотят. Пусть они будут бездумными, бесшабашными, какими им нравится. Но опять вернусь к сегодняшнему дню, который возвращает нас. Я думаю, что сейчас и молодым людям тоже не очень просто. В наше время трудно быть бесшабашными и бездумными. Особенно молодым людям. Да, это время сделало нас очень быстро взрослыми и заставило быть мудрыми. Чтобы предугадать, их не предугадаешь, но, по крайней мере, спрогнозировать и иметь какой-то план действий на ближайшие 2-3 дня, потому что реальность меняется каждую минуту, к сожалению. Абсолютно правы. К сожалению. Эльмира Ханум, у меня к вам такой вопрос будет. Сегодняшняя реальность такова, что... Вот опять же мы тут пересекаемся с Лилией Ханум. Сегодняшняя реальность такова, что за пределами Крыма очень много оказывается крымских татар, но у меня есть четкая убежденность, что крымские татары всегда возвращаются. И мне кажется, что этот наш опыт отъезда, он все-таки ознаменуется возвращением крымских татар. Большая часть уехавших, она в основном уезжает где-то в Европу, куда-то на Запад. И каков будет этот опыт импорта, с чем вернутся все те, кто уехал вот в сегодняшний день? Мы импортируем в Крым вместе с возвращающимися крымскими татарами, но мы импортируем многое. Мы импортируем креативную энергию, опыт, расширенное мировоззрение, активную жизненную позицию, языковые компетенции. Согласитесь, что это немало. Это все то, чего так остро не хватает сегодня в Крыму. Я допускаю, что не все уехавшие молодые люди захотят вернуться. Но вот те, кто вернутся, это будут как раз носители вот этих вот качеств, явлений, о которых я говорю. Возвращаясь, они будут делать довольно сложный выбор, осознанный выбор между стабильностью там и неопределенностью тут. И если они выбирают последнее, это значит, что они и есть те самые пассионарии, которые способны жертвовать собой во имя чего-то большего. А в нашем случае это крымско-татарский народ и Крым. Поэтому я понимаю опасения тех, кто с тревогой наблюдает за отъездом крымских татар из Крыма, но призываю не драматизировать ситуацию. У всего всегда есть две стороны. И если мы не можем изменить ситуацию с отъездом, а очевидно, что пока мы не можем, то давайте хотя бы концентрироваться на благоприятной для нас стороне. И не просто концентрироваться, а работать в этом направлении, делать так, чтобы в Крым захотелось вернуться. Я с удовольствием послушала Эльмиру Ханум и хотела бы добавить, что, во-первых, мы очень ждем всех домой, назад, тех, кто уехал. Мы очень по ним скучаем. И нам их не хватает. Крыму их не хватает. Эльмира права, говоря, что не все вернутся, но вернутся лучше, наверное. Вернувшись, они привезут нам новый опыт. Они привезут нам, возможно, новые пути разрешения проблем. Они, скорее всего, нас расшевелят. И, может быть, даже дадут нам какие-то новые маркеры и успешности, и патриотизма. Блицы. Эльмира Ханум, заставить меняться или научить мечтать? Честно говоря, у меня проблема с этим вопросом. Я считаю, что нельзя никого заставлять что-то делать, либо не делать. Я больше за убеждение, за апелляцию к логике, к здравому смыслу. Поэтому эта первая часть вопроса немножко меня напрягает.
Научить мечтать звучит здорово, однако я знаю, насколько ничем не ограниченные фантазии могут быть проблемными и даже опасными как для самого мечтателя, так и людей вокруг него. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я все-таки, наверное, за убеждения и осторожные мечты. Ильханум, а индивидуальная или коллективная визия? Ну и вопросик вы мне задали, на самом деле, потому что всегда во мне это борьба. Я индивидуалист по натуре, но при этом я часть такого социума, которая всегда, с которым я чувствую такую свою неразрывную связь, что я не могу отделить себя от этого социума. Я слишком люблю свой народ. И вот я не знаю, как ответить на этот вопрос. Просто не знаю. Наверное, было бы замечательно, если бы мои индивидуальные мечтания, воззрения совпадали с коллективными. Чох сағылыңыз. Это был проект Меркес Горушкенджи.